Много работаю. Но я думаю, что отзывчивость, потому что, как показывает практика, стараюсь помогать и того же жду от людей. Доверие. Мы перестали друг другу доверять и верить друг другу, и это качество, оно для меня является очень важным и ценным. Сама стараюсь доверять и жду это от людей. Моя работа со студентами, она является не только моей работой, но и важной частью моей жизни. И для меня это процесс бесконечно увлекательный и то, где я черпаю вдохновение. «Люди и звери» — советский фильм 60-х годов, и он вот сейчас тоже сильно произвел на меня мощное впечатление визуально, потому что действительно он потрясающе эстетично снят и по смысловому содержанию, и несмотря на то, что уже около 50 лет прошло, но он очень актуален и современен. Такой вопрос мне недавно задал мой друг-филолог, и мы сошлись на мнении, что это будет «Мастер и Маргарита». Заречье. Хотя это не город. Не знаю, мне кажется, там душа Сыктывкара. Всегда в любом городе душа заключается там, где вода. И то место, оно находится без изменений уже длительное время. Мне кажется, там как раз время застыло, и в этом есть своя прелесть. Очень люблю и вожу туда студентов часто. И получается их даже туда влюблять, в это место. Любой стиль достоин уважения. Похоть, разврат. Мне это совершенно не близко и неприятно. Мне неприятно смотреть на такие работы. Так же, как, я не знаю, можно ли на студенческом телевидении говорить, когда искусство слишком эротизировано. Вот. И я считаю, что это очень такой легкий прием стать успешным. Вот. Но это искусство тоже должно быть, и, в принципе, это искусство нельзя не уважать. Он ушел из жизни 2 года назад. Это был мой учитель по живописи, Вадим Петрович Кононов. Это действительно был уникальный, талантливейший художник, который учил как раз культуре цвета и отношения к цвету. И, наверное, вот он произвел на меня очень большое впечатление в моей жизни, в моей карьере. Безумная, бесшабашно. Они прекрасны. Мне кажется, любой возраст, он прекрасен, любое поколение, оно прекрасно. Я люблю молодость, люблю юность, люблю все эти проявления и уважаю и глупость юношескую, и юношеский максимализм. Может быть, это была поездка в Киров со студентами. Это был мой 2-й год преподавания, и понятно, что самые яркие истории, они будут связаны как раз с первыми этапами работы в университете. Много-много смотреть на то, что делают люди в твоей области, потому что сфера искусства, она и так развивается, что ты должен видеть, знать много, чтобы создать что-то свое.